Всемирно известная бурятская группа «Намгар» дает концерты в Иркутске. Мы пообщались с музыкантами и узнали об их творчестве немного больше. В 2001 году очень известный продюсер и композитор Артур Пилявин нас увидел, организовал. Мы начали, наверное, гастролировать и концертировать, наверное, с 2005 года. В каких странах вот вы были? Где вы гастролировали? Во многих странах по всей Америке, Канаде, скандинавские страны, Европа, Азия. В Африке не были, в Австралии. В какой из стран, вот, где вы побывали, лучше всего вас принимают? То есть, ну, если подумать, то в восточных, наверное, да, странах? Музыка, она не имеет языка. Музыка, она есть музыка. Если ты ее как-то понятно исполняешь, с душой как-то, я думаю, что... Ну, мы же слушаем английскую музыку, правильно? Многие из нас не знают языка. Принимают везде очень одинаково. Просто в Азии люди более сдержанные, азиатские народы, в Японии, в Китае. А так везде очень даже похоже. В какой конкретно стране вам больше всего вот нравится выступать в таком случае? Мне лично вот сейчас нравится вот ездить по России. Хочется по странам СНГ тоже вот поездить, потому что это любопытно и как новая дорога, наверное. Вот мы знаем, что у вас был опыт записи целого альбома, да, с норвежскими музыкантами. Вот расскажите, как так получилось? На одном из фестивалей мы познакомились, подружились, пообщались, и вот решили, у нас целый такой не просто альбом, а мы концертируем с этой программой. Вот 9 января мы делали концерт, у нас была полная такая двухчасовая программа в Международном доме музыки, это большой зал. Кроме норвежцев у нас есть очень интересный такой, ну не проект, можно и проектом назвать, Маркус Ройтер. Он нам писал, продюсировал наш альбом, «Рассвет про матерей» называется, писали мы в Германии. Вот он играет в группе King Crimson. Такое международное сотрудничество у нас очень, ну, наверное, приветствуется, нам интересно, любопытно, и сами учимся, конечно же. Вот вы своим творчеством что до людей вот доносите? Какие мысли, какие переживания, эмоции? Наверное, самое главное, вот бурятские традиционные мелодии, которые мы поем. Мы поем именно традиционные песни. Хотим, так сложно сразу сказать, наверное, культуру свою, ну, нашего народа. Вы же используете необычные инструменты, да, нестандартные. Это народный инструмент. Как вообще люди воспринимают вот эти вот инструменты? Это же непривычно для людей, тем более за рубежом. Ну, да, конечно, каждый музыкальный инструмент каждого любого другого народа, так же, как и для любого человека, всегда это любопытно, хочется посмотреть, послушать, потрогать, как он звучит, что он несет, тоже вызывает интерес, люди подходят, спрашивают, особенно у Евгения, просто замечательное звучание его чанзы бурятской. Ваши ближайшие планы, вот на творческие планы на будущее? Ну, планов разного характера очень много. Конечно же, концерты, разные фестивали. Работаем над первой песней для нового альбома. И надеемся, что будет интересный альбом, как и предыдущий.